Давно меня, друзья, в гостях не было у дяди Миши. Сейчас завернул, хотя и не по пути, но завернул, пока я шел с речки. О, ему горбуль привезли тут. Вот такой горбуль. Ага, дядя Миша на крыльце сидит, товарищ. Привет, дядя Миша! Живой? Еле живой. Болеешь, да? Не коронавирус же случайно? Нет. Жена вот у дяди Миши, Лариса, не хочет сниматься категорически. Я говорю, садитесь на крыльцо вместе, бабушка с дедушкой. Приболел наш дядя Миша. Выздоравливай, друга, давай. Но приезжал вот друг и ногу сломал еще на 2 местах. Да. Он дядя Миша принес этот горбуль. Это на дрова, а на материал там нету ничего, да? Чуть-чуть, наверное, там есть, наверное, вот это, евро горбуль-то. Евро горбуль там есть чуть-чуть тоже. Ну и на дрова там в основном. Это дешевый. Сколько это стоит? 2,5, да? Сам горбуль бесплатный, да? Сам горбуль бесплатный, а транспортировка 2,5 тысячи. Вот так. Кто из моих новых подписчиков, это дом дяди Миши, помощника моего. Он помогает, но сейчас приболел. Давно, наверное, вот не видели его в кадре моих видео. Я думаю, съезжу, а то заболел совсем человек. Все, навестили больного дяди Мишу. И теперь уж точно домой еду. Маша огородом занимается еще? Или парником, или что? Чем ты занимаешься? Да, парник убрала. Теплицу? Да. Все убрала остатки. Это мусор. Мусор, да. Как дела у тебя? Дела идут. Нормально все, да? Ну да, погода вон какая хорошая, да. Да. Погода Вон, хорошая. я покажу тебе, вон, смотри, что я нашел. Петрушка неубранная. Да, вот осталось, надо убирать. Засушим? Да. Или что делаем? Заморозим? Сушим. Настало время и для петрушки, друзья. Так, не определись, сушить или замораживать будешь? Не знаю даже, наверное, сушить. Сушить? А кто-то написал там, можно, говорит, и замораживать. Подписчики писали. Ну и попробуем. Интересно, да, и заморозки были еще зеленые, да? Вообще не замерзло. А заморозки были уже. Даже такие внушительные, да, ну, мощные заморозки уже были. А, сегодня тоже, да. Да. Петрушечка. А, Маша куда-то вишню посадила. О, это надо укрыть, да. Я не знаю, как укрывают Умка, слушайте, как вы. Может, кто-нибудь скажет, как это укрывать вишню? Так все наши зрители в теплом месте, живут в теплых краях практически, да. Не знаю там вишню, как потом укрыть. Снег, это, сеном. Замерзает. Твоя сестра сажала яблоню или что ли, я не знаю, в прошлом году, наверное, замерзло все полностью, не вышло. Я тоже вот в этом году уже только вот посадила. Вишню? Да. А сегодня хочешь закрыть? Да, как нужно? Укрыть. Вот у зрителей спрашиваю, как можно укрыть. А, как можно укрыть вишню? Да. От морозов? Да, конечно. Сеном? Нужно наклонить ли что ли к земле, да, так укрыть. Да? Ну, все по-разному что-то. Да, наклонить. Макушка замерзает.
Да, наклонить и щеном закрыть. Нет. Paket ja sen не понимаю. Коды ведра я sen чуем нет. По-русски разговаривай. То ведра, вот цветы ведрами закрывают. Некоторые, у некоторых тоже замерзло, потому что снега бы не было, все цветы бы замерзли. Розы, например. Вот в этом году тоже посадила розу. Снега в прошлом году. Ну, короче, Сами. дилемма такая у Маши. Закрыть вишню, кто как подскажет. А росток примерно сколько? Полметра примерно. Сейчас покажу. Сейчас покажу, приближу я этот росток вишни. Там две вишни же. Там кустиков, ну, много. Вот такая вишенка посадили. Ну, где-то полметра-то есть. И надо сохранить ее, да? Да. А я вот боюсь, что, Маша, в этот год морозы будут сильнее зиму. Ну, ты надо укрыть как-то. Щеном, я же говорю. Я мешкан укрою, а сам эту. А, чтобы не сломался? Да, вот Имеется в виду, сам прутик не сломался? Да, сам полностью еще как укрывает сам. Ну, это надо конечно, защиту будет. сделать. Если защиту не сделать и согнешь, снег то придавит и сломает. Замерзнет и колонки лучше. И сломает. Надо делать. Надо сделать, знаешь что? Знаешь что? Я сейчас вот на ходу придумываю. Надо сделать копну. Высотой вот как этот кустик, копну. А в середине, чтобы дырка была. Ну, чтобы не придавило этот ростик. Вокруг, щена вокруг, так раз. Придавит, Как? сено-то не придавит. Но щена не придавит, а я говорю, вокруг раз, щена, раз. Получается копна, вроде ватрушки. И сверху еще щеном закроешь, и все. Но, как тебе совет мой? Да, а сено где брать? Щена вон же. Щена же у нас есть, вон. Это как уже выкинула мама. Не, это ведь если дождь будет, то тоже намокнет копна. Щена-то можно Что скажут у дяди Миши есть зрители? сухое щена есть. У дяди Миши есть сухое щена. Что скажут зрители? Слушаем потом. Но зрителей-то, конечно, обязательно послушаем. Так и меня послушай, я же тебе хороший совет дал. Ну да. А как люди делают? Вот как-то У кого? У людей. Я не люди, что ли? Я тоже люди. но мы не зная, сами как бы сочиняем, как что делать. Ну, Некоторые это надо знать. вроде как я хорошую подсказку дал. Ну, посмотрим, кто подскажет что. Не пошел, Все, хана петрушка. Закончила Маша. Корни вытаскивает. Но сейчас Маша сказала, что петрушку не надо корни вытаскивать, да? А мелко чуваны будет 12-55. Потом она сама говорит, на следующий год выходит еще. Не надо даже сажать. Но мы убрали, все Нет, подчистую. да ты еще на гуранда. Все подчистую убрано, все. Маша сажает цветы, друзья. Как говоришь, флокс? Или как? Да. Флокс, многолетний флокс. Там роза посажена где-то. А роза она тоже многолетняя, да? Да. Это тоже надо придется укрыть, наверное, если не замерзнет. Там же тюльпаны. А. Коло сюда ученый остался. Да, я уже тут присматриваюсь. Тут землю надо поднять вообще. Давай это уже. Но это на следующий год, Маша. В этом году-то уже никак. Чему война коло? Тут надо поднять просто уровень земли. Уровень надо поднять. И сделать оградку нормальную для цветов. Сажает Маша цветы. Говорит, красиво будет, да? Будет, нет, красиво, Маша. Думаю. Думаю, что будет. А зиму переживет?
Эти цветы переживают, да? Да. Понятно. Там где-то роза. За этими кустами, не знаю. Не видно нам. Ну вот так Маша занимается цветами. А вот эта роза. Посадили розу. На следующий год эта роза уже будет цвести, да? Наверное, да, должно. Обед нашей хулиганки Маша кормит. Иногда даже с рук, Маша, да? Да, сегодня. Не кушает, да, с рук утром сегодня. С рук кормили. Она невестка, у нее период невестки. Начался и очень капризничает, что в еде, что воет. Женихи тут околачиваются. Первый раз. Я не знаю даже, я хочу пропустить этот момент, не знаю даже, сделать случку или нет. Маша, как думаешь? Найти жениха или нет? Или тоже у подписчиков спросим, что собака в воду скажут. Первую случку пропускать или нет? Первую, наверное, не надо пропускать или надо? Вот я не знаю Первая потом. се наверное, пропустить не, но шо мы пьянцы пеникот доскочит на первая воем пьянцы. Да? Я не знаю. У нас она в вольере, да. Ну, сегодня вот гуляли, да, собаки за ней не гнались. Ну, не видели никаких собак. Не встретились по пути. Шой кага, шой, шой, Хулиганка, вот чистой воды хулиганка. шой. Умка, пытым. Они осталась еда, да? Да. Не скушала еще. Умка. Умочка. Как с ребенком. Кушай, кушай, за папу, за маму. Лок, За папу, за маму. лок, шой, лок, 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 За папу, за маму. Хочешь, нет? Ложку. лок, умка. Да не, Андрей ушел уже, все, нету Андрея. Приходил племянник, а она его боится. И еще нюхает его следы, наверное, запах остался. Не любит, не знаю, он боится его, так-то любит, не любит, не в этом плане. Хулиганка, выходи. Давай. Мама не пускает. Ну что, мама, что будешь делать дальше-то? Колеса мыть надо. Колеса? Закрыли на замок. Все, давай. Пока да. Умка, пока да. Бабье лето на дворе. Маша уже готовит зимнюю резину. Нифига себе, Маша, такие перепады от цветов до к мойке колеса. А что потом? 1 час там с цветами, огород, собака, а потом уже колеса надо помыть. Да, пока погода, вон какая. Колеса так точно чистые, да. Немножко. Всё равно. Но сейчас менять-то все равно не будем же еще. Это просто подготовка. Ну да. Это подготовка к зиме. Зимние колеса. Вот потом и это самое смотрят, я болтаю, снимаю, и потом дизлайки мне ставят. Помнишь там видео с картошкой? Там даже комментарий был, говорит, меньше болтай, помогай. Меньше болтай, помогай Маше. Вот, наверное, я не знаю, там 7 дизлайков, за что я так и не понял. Наверное, все-таки
за мою болтовню эти дизлайки появились. 7 дизлайков, я удивился даже. Я говорю, что я плохого там показал на видео, чтобы мне 7 дизлайков влепили. Просто уборку картофеля и как я таскал еще крутом землю там и картошку. 7 дизлайков. Ой, мамис. Вот. Ну, одна хоть написала, что я так понял, это была претензия, что чем болтать, говорит, лучше помогал бы Маша. Вот. Это я понял. А не мог же один человек там 7 дизлайков поставить. Возвращаясь с речки, заехал Маша я к дяде Мише, больной. Вышел же на крыльцо там, посидел, немножко покурил там. А, лицо это, Красивый. да, болезнетворное вообще, говорит. Там. Желудок снан, да? Да, у него желудок, с желудком проблемы. Говорит, я говорю, иди в больницу, не хочет. Вот. Так. Ну, мужчины такие есть. Мужчины в больницу не идут. Почему? Я откуда знаю? Не Почему все идут? такие же. Ну, есть и те, которые из больницы не выходят. Да. Ну, А есть, которых даже и не потащишь. Умка опять недовольствуется. Вот песни завывает. Это у Мне нее с утра, это. с 4 часов Это у нее это. Девичьи завывания. Жеников, знаешь, сколько много? Ну да. Заперти зато. Да. Невеста в заперти. Рапунцель. Ну что, все это я уже потом не буду снимать, чтобы не получить свою порцию дизлайка. Скажут, опять не помогает, Маша. Сейчас я выключу камеру и буду помогать, да, Маша? Это лукавство. Это лукавство. Помогать мыть у меня не получится. Так, последнее колесо закатывает Мария Олеговна. Гараж. И все. Это дело тоже сделано, да, ведь, Маша? Все, гараж закрывается. А скоро зайдем и будем кушать. света нету. А, света нету. Света нет. Ну, что-нибудь там из закуски-то есть, все равно колбаса там, холодная картошка, да что-то там. Что-то найдем дома же. Творог. А, творог. Творог есть. Творог это хорошо. Ну вот и, так сказать, закончились дневные хлопоты. Там уже, ну, на улице. Сейчас будем уже потом заходить домой, покушаем, да что-то. И вот, что мог там поснимать, погулял, Умкой погулял, потом приехал, Машу поснимал, вот сегодня к дяде Мыше съездил еще. Вот. Дела идут, потихоньку все движется, осень золотая такая уже, листья уже начали опадать. И не в начале, где-то в середине видео был вопрос у нас, и сейчас повторим, как можно сохранить зимой саженец вишни. Вот первый раз сажаем, Маша посадила вишню, и вот как бы ее сохранить, чтобы она не замерзла в морозы, как-то пригнуть, да, щеном закрыть или что ли. Если подскажете нам в этом, будем очень благодарны. Ну, вернее,
одна голова лучше, две хорошо, а когда их много и совсем хорошо, советы всегда пригодятся. Так ведь, Маша, давай. Конечно. Ну ладно, все. Хорошая погода. Хоть не заходи. Да. Ладно, все. Заканчиваю это видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока, до новых видео, друзья мои. Всем пока. Пока-пока.